Почему он зашел успешно? А на ты играть, да. Я смотрю, матч Ага. Ага. Да. Угу. Рассказывайте вопросы, да? Ну, вон он идет, да? Вон он идет, ага. Нет, тут присядьте тогда. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Марфа Максимова, я работаю заместителем директора Республиканского центра поддержки предпринимательства. И сегодня разрешите вас всех поблагодарить за то, что вы пришли на наше мероприятие. Мы его организовали по просьбе молодых предпринимателей, пригласили сюда очень занятых всей республики известных руководителей своего бизнеса. Представляю вам Александр Кириллович Павлов, руководитель, основатель ювелирной фирмы «Керге», Ольга Григорьевна Григорьева, всем известная наша якутская фирма «Камелек», Артур М., руководитель семейного бизнеса крестьянско-фермерское хозяйство М, и Афанасий Владимирович Киприянов, это группа компании «Ректайм». С вашего позволения, если у наших спикеров есть желание что-то сказать, какую-то вступительную речь, хотела бы до того, как мы начнем, предупредить. Вот здесь мы нажимаем «спикер», только тогда нас будут слышать в интернете. Наше мероприятие сейчас транслируется на сайте ЕСЯ в прямом эфире. И по ту сторону мониторов за нами сейчас смотрят предприниматели также из районов республики. Они свои вопросы будут отправлять по телефону нашим консультантам и также по WhatsApp. Они будут мне передавать, я буду адресовать эти вопросы. Прошу тех, кто задает вопросы, адресовать свой вопрос либо всем нашим спикерам, либо свои вопросы задавать определенному человеку. Хорошо? Договариваемся так. Говорим мы только в микрофон, так как наша студия, она аудио записывает только со своих устройств. Микрофон у нас находится вот у нашего специалиста. Поднимайте руку. Ребята, у нас сегодня открытый разговор, то есть мы пригласили вас для того, чтобы вы имели возможность задать свои вопросы нашим предпринимателям, действующим, опытным, чтобы они могли посоветовать вам, как идти дальше, как продавать свои услуги, потому что все мы знаем, что успешность бизнеса в 21 веке в большей степени зависит от продаж. Как мы их делаем, правильно, неправильно. Давайте начнем. У кого будет первый вопрос? Да, вопрос-ответ, открытый микрофон у нас. Пока у кого-то формируется вопрос-ответ. Да, конечно, Ольга Григорьевна. Ага. Добрый день, коллеги. Поприветствовать всех. Поприветствовать всех хотелось бы вначале, да, и то, что пришли, значит, есть какой-то интерес и к предпринимательству, и к нашим персонам, возможно. Обычно это, в виде тренера или в виде лектора или там отвечающего на вопросы мне приходится быть второй раз. Первый раз это было в прошлом году, проект «Старт», который организовала Гордума, и туда пришли около 20 женщин, девушек, предпринимателей, которые начинали свой бизнес. И был опыт первый у меня там, но обычно мне приходится сидеть по ту сторону стола, да, потому что приходится в последнее время много учиться, чтобы держаться на плаву, и быть успешнее, и создавать, творить. Для этого приходится мне самой много учиться, нежели вот так вот как-то учить и отвечать на вопросы. Спасибо большое, слушаем вас очень внимательно. Очень хорошо, что проводится это не в виде какой-то лекции или доклада, а именно живого общения, вопрос-ответ. Спасибо. Задам вопрос. Добрый день, коллеги. Иванов Нергустан, тоже предприниматель. Не настолько успешный, наверное, что президиуме сидеть. Поэтому мне интересно было бы вопрос задать нашим героям. Кем они являлись до создания бизнеса своего? И насколько трудно далось решение уйти в собственный бизнес? Кем работали, например? Я думаю, это вопрос каждому. Давайте каждый из наших гостей сегодня поделится своим жизненным опытом. Я думаю, это всем интересно. Давайте начнем с вас, да, Ольга? Я сама по специальности являюсь преподавателем культур народов Якутии. Закончила местный Якутский государственный университет в 2000 году.
Это мой альма-матер. Потом поступила еще параллельно в Московский государственный университет сервиса, отделение гостиничное хозяйство, ну, гостиничный бизнес. Ну, я там не закончила, диплом не получила, но был какой-то опыт учебы тоже там. В студенческие годы, когда я училась, ну, у меня всегда была тяга к какой-то, ну, традиционной нашей духовной культуре, к якутским традициям. Я сама закончила Верхневилюйскую гимназию, и мои учителя, Корягин Николай Павлович, Анастасия Афанасьевна Кардашевская, которая по сей день тоже преподают, они именно привили во мне какую-то вот именно любовь к нашим традиционным каким-то вещам, да. И у меня не было сомнения, что я буду поступать именно или в якутское отделение, и к тому времени в 1994 году открылось отделение якутской национальной культуры. И в то время была политика такая, то, что возрождалась якутская национальная культура, концепция Жиркова, как вы все помните, да, того поколения. И все мы, вот это поколение, которое закончило в 90-х годах, в лихих 90-х, да, тоже были одержимы идеей именно вот национальной, художественной, не художественной, а национальной культуры. Закончив свой факультет, закончив университет, у меня вот были сомнения. Неужели я поеду в Улусы и буду учителем, просто сельским учителем, да, учить детей? К тому времени у меня была практика прохождения учительства в Хатасской средней школе, и мне как-то это не понравилось. И учась в выпускном курсе, я пошла работать в местную компанию Ростелеком секретарем. Ну, это было летом, во время каникул. И работая в приемной у директора, это было не только уносить чай, да, а более так обширно, потому что в то время внедрялась именно компьютерная технология. Если там они оформляли бумаги, документы до этого письменно, тогда уже все вот именно по приказу они оформлялись на компьютере. И меня определили тогда называлось Машбюро, и я там работала машинисткой, печатала, ну, тупо печатала бумаги. И работая там, я узнала, насколько все-таки вот это вот делопроизводство, оно является такой очень важной сферой. И именно там я училась грамотности, ведения делопроизводства, ведения там каких-то писем, написания писем. И вообще, как работает организация, структура, организационная схема какая у предприятия. Мне это очень понравилось, и я там осталась работать 7 лет, создала за это время семью, вырастила, ну, родились у меня 2 детей старших. Вот. В то время в этой компании очень хорошо выплачивалась заработная плата. Когда, как в лихие 90-е, во многих предприятиях зарплата вообще не выдавалась. И мне все завидовали, все мои подруги, которые только закончили и работали тоже, ну, учительствовали. И ни для кого не секрет то, что те, закончившие в то время наш факультет, они немногие сейчас работают в своей сфере. И то, что вот меня на сегодняшний день радует, это то, что в какой-то сфере, ну, в какой-то мере я отдаю дань вот своему альма-матер, там, где я училась, тоже как-то возрождаю якутскую национальную, материальную именно культуру нашу. Вот. Вот так вот я начинала 7 лет, а потом у меня вот тогда и был именно интерес вот ко всему этому. И я услышала, что у нас открылась компания «Чорон 21 век». И я вот, имея зарплату в 7 тысяч рублей тогда, я перешла, не думая, вот в то предприятие, которое только родилось,
должна отдать дань благодарности Софье Трофимовне Поповой за то, что за то, что я там именно вот узнала, что такое роспись по фарфору, сама тоже расписывала, декорировала и все-таки узнала азы своего бизнеса там. Вот. Тогда я зарабатывала, вот 7 тысяч зарабатывала, а там зарабатывала всего лишь 700 рублей. У меня получалось почему-то, потому что там работа сдельная, нужно работать, а я сидела и творила. Ну, в это время у меня сильно заболел ребенок, был диагноз лейкоз, но не очень хороший диагноз, да, и нам пришлось бросить работу и лежать долгое время в больнице. И пролечившись там 2 года, где-то мы очень долго лечились, и я решила после этого создать и открыть свой бизнес, в котором все-таки чувствую себя вполне нормально, и этот бизнес мне очень подходит. Ну, на первый вопрос я, наверное, ответила. Дам возможность ответить другим. Спасибо. Афанасий Киприянов, рекламная группа «Ректайм». Прежде чем открыть свой бизнес, это было в 1998 году, я уже 3 года проработал в рекламном агентстве «Салгынкут», художником-мастером, ну, исполнителем. До этого закончил художественное училище по специальности художник-мастер по обработке дерева и кости. Ну, скажем так, работая в Салгынкуте, я уже знал досконально как бы вот всю работу, всю кухню рынка, наружной рекламы и так далее. Поэтому ушел оттуда уже, скажем так, подготовленный. Открывал бизнес в 1998 году уже к этому уже подготовленный. Единственное, мы попали в такое тяжелое время, как раз август 98-го, когда открывали свой бизнес, закупали это первое оборудование и так далее. Ну, вот здесь вот были как раз тревожные моменты, потому что мы не один год копили с супругой на оборудование, на первое оборудование деньги. И вот когда эти деньги ушли в июле в Москву, как раз в августе как бы случился кризис. Ну, слава богу, поставщики, как говорится, нас не кинули, поставили вовремя оборудование. И вот начиная с 1999 года мы уже полностью ну, открыли свой бизнес, начали работать. Работали сначала, как говорится, на коленках, у себя дома, в квартире. Ну, потом потихоньку арендовали офис, помещение для производства и так далее. Вот таким вот образом. Ну, еще раз говорю, 3 года я уже до этого работал в Салгынкуте, поэтому я уже имел кое-какой опыт в этом бизнесе. Спасибо большое. Александр Кириллович. Добрый день. Ну, у меня история, конечно, долгая, но не буду вас утруждать. Я честно скажу, что я благодарен комсомолу, который мы не так давно отмечали, день рождения комсомола, потому что, как я закончил университет я закончил историческое отделение, и сразу ушел в комсомол, и 10 лет практически работал. И это мне дало очень большую школу именно организаторской работы. То есть бизнесмен должен быть прежде всего организатором. Ну, и экономистом, конечно, но прежде всего надо уметь организовывать. И благодаря этому, ну, еще я закончил 2-е высшее, это высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ в Москве была. И там нас учили азам экономики, ну, сейчас говорят политологии и так далее. Вот, это тоже нам очень помогло. И, во-вторых, то, что во время этой учебы мы общались с иностранцами из практически всех стран Европы, Азии, Америки и так далее. И вот эти связи, кстати, до сих пор у меня сохранились с многими
Вот я буквально неделю назад прилетел с Казахстана, там они, друзья, с которыми учился, они вот, с ними мы общаемся. Вот. И в 93-м году, вернее, в 92-м мы создали тогда свою фирму. Ну вот сейчас Иван Константинович Макарова, может, знаете, Сахатранс, нефтегаз, да? Вот он создал филиал, ну, региональное отделение компании «Интерос». И мы вот нынешний сейчас руководитель администрации Юрий Степанович Куприянов и я втроем вот это работали. А в 93-м вот началась приватизация, и мне предложили возглавить, вернее, создать ювелирную фирму, ювелирный цех бывшего Якутрембыттехники. Он не подпадал под приватизацию, поэтому сказали, там надо отдельное предприятие создать. Меня пригласили, и вот я с июля месяца вот работаю, можно сказать так. Поэтому именно вот организовывать эту фирму было очень сложно, потому что, во-первых, все работники, которые тогда работали в цехе, были приезжие. А если кто даже не приехал, все норовили выехать за пределы республики. И мне вот срочно, в течение года-полтора, надо было обучить своих местных ребят ювелирному делу. Ну, я считаю, что мне это удалось, потому что многие ребята, вот, которые известные мастера, они не хотели обучать. Во-первых, им некогда было, во-вторых, лень было, а в-третьих, им и вообще не надо было это делать. И поэтому я заставлял, вот, ставил верстаки так, чтобы наши ребята сидели и вот так сидят, а тот мастер опытный сидел боком к ним, чтобы они видели, что он делает. Вот. И так вот сейчас Саха Дизайн, может, знаете, Александр Тимофеев, Владимир Петров и многие другие, которые сейчас создали свои фирмы, вот уже в конце, в 2000-х годах. Вот эти ребята именно обучились вот у этих мастеров, которые имели очень большой опыт. Потому что было тогда всего 2 ювелирных предприятия в Якутии. Это ювелирный завод и вот ювелирный цех Якутрембыттехники. Вот. Но потом вот постепенно приватизация, вернее, нас заставили приватизироваться, а мы тогда создались как государственное предприятие. И в 96-м нас приватизировали, а в 98-м вот как раз дефолт, помните, наверное, вы, молодой, может, не помните, это когда доллар от 6 рублей до 30 с лишним рублей за несколько недель он превратился. И вот мы тогда, конечно, наш банк, Аэрофлотбанк был, там филиал Аэрофлотбанка, он обанкротился, и нам пришлось тоже закрывать свой предприятие, потому что наши деньги никуда не могли уйти. Они вообще исчезли. Вот, поэтому у меня вот история такая. Но с 98-го года я уже чисто отдельно создал вот ООО уже, и вот до сих пор работаем. Спасибо большое. Теперь, да, о семейном своем бизнесе нам расскажет Артур Григорьевич. Здравствуйте еще раз. Вы знаете, все у нас семейные предприятия. Вот, папа у меня авиатор, закончил летную академию в городе Ленинграде, где я родился. Сам я учился в университете бизнеса и дипломатии, факультет международные отношения и внешнеэкономические связи. У меня высшее не оконченное. В 1998 году, когда наша семья переехала сюда, в республику, из города Ташкента, в эти года, лихие 90-е, да, мы жили в Ташкенте, где я учился.
Ну, так сложилось, что нам пришлось оттуда уехать. Ну, тогда Союз распался, очень многие уезжали. Вот. Мы выбрали родину мамы. Ну, у меня мама Саха, Сюй-Салданского улуса. Ну, часто приезжали сюда. Приехали сюда. Первое время мы не знали, чем заняться. Ну, папа авиатор, я как бы клерк, можно так сказать, офисный работник. У нас была фирма в Ташкенте, кстати. На втором курсе я с друзьями открыл фирму. Мы были официальными представителями издательского дома «Коммерсант». Мы распространяли их продукцию, ну и другую печатную, там, «Спид-инфо» и так далее. Ну, в общем, зарабатывал, да. Отец у меня занимался заготовкой продуктов сельского хозяйства, да, и продавал, ну, с Узбекистана возил в Россию, ну, обеспечивал Дальний Восток и другие города севера. Вот. Сюда приехали, не знали, чем заняться. Да. Как папа говорит, когда приехали, было всего $100 в кармане. Ну, хорошо, что есть родственники, друзья, но помогли нам первое время, да. Ну, занимались кто чем, кто стоял на рынке. Там, я грузчиком работал, таксистом работал. И смотрели нишу, которой можно ну, заняться бизнесом. Мы обратили внимание, то, что сельское хозяйство очень много завозной продукции и очень дорого стоит. Да. А так как мы жили на юге, то у нас какой-то опыт был. Вот. А у меня дед, кстати, почетный аграрий, вот, кавалер ордена Ленина и герой соцтруда. Вот. То есть у нас был какой-то опыт за плечами, ну, такой, скажем, на дилетантском уровне. Вот. Приехали сюда, немножко, как появлялись деньги, мы начали вкладываться в сельское хозяйство. Начинали с 1,5 гектара, это где-то, значит, у нас закрытый грунт, теплицы, это было где-то 10 соток, наверное. И остальное все открытый грунт, капуста, картошка, ну и так далее. Ну, этих денег, конечно, не хватало, площадь маленькая была, да. Нам приходилось зимой работать, также все деньги, которые зарабатывали, вкладывали дальше в производство. Сейчас наше производство где-то около 4 гектаров только теплиц, да, и около 200 гектаров открытого грунта. Вот. Мы специализируемся ну, есть предприятия, которые, можно сказать, монокультурные, да, выращивают 1-2 культуры, а у нас специализация такая, ну, больше охвата брать. По культурам. Да, выращиваем больше 15 культур. Вот. Некоторые культуры, ну, массово запустили, ну, в республике, которые до этого в производственных масштабах никто не выращивал. Ну, наверное, слышали, арбузы, кукуруза, вот, и так далее. Ну, так пришли к этому бизнесу. Спасибо. Очень интересная история. Как бы получается, что действительно в 90-е годы все столкнулись, ну, у Ольги Григорьевны вообще семейная драма подтолкнула, получается, постепенно. Видите, вот все наши предприниматели сталкивались с тем, что у нас, ну, нестабильная экономика порой у нас случается, и несмотря на это, все нормально, то есть кризис, получается, оказался не помехой, да, получается, в вашем деле? Кризис, он на то и кризис, что остаются сильнейшие, я так считаю. В кризис нужно хорошо работать, чтобы быть еще лучше. Потому что те, которые плохо работают, они в кризис все равно отстанут, и останутся только те, кто хорошо и продуктивно работает. Поэтому в этом плане кризис нам помогает иногда. Получается, да, Тем, кризис которые помогает отсеять конкурентов, да? Да. Недостойных. Да, рассеивает конкурента, правильно. Спасибо. Может быть, у нашей аудитории созрели вопросы у кого-нибудь? Ребят, давайте посмелее. Да, пожалуйста, конечно. Представьтесь, пожалуйста, хорошо? Я из общества, республиканское общество движения СИР. Ну, это к тому не относится. Я хочу задать вопрос Ольге. Во-первых, я поздравляю, что вы возродили. И сейчас, наверное, нет в республике семьи, дома, где бы не было посуды, которую вы делаете. И мы радуемся, что вы развиваетесь. Так, теперь не по этому поводу. Как вы относитесь к тому, что рынок, вот столичный рынок занят нашими соседями, и там производство унтов, скажем, и всякой продукции.
Ага, возможно. Вот они используют наши орнаменты. Больно смотреть. Во-первых, там ничего не соблюдается, потому что мы знакомы с работами, конечно, Мандаруси, поэтому мы всегда как-то радуемся, когда это есть. И как это позволяется вот чужим, ну, как-то, ну, я человек старый, скажем, да, и поэтому мне, конечно, не очень знакомо, но молодые это знают, что прежде чем чего-то начинать, нужно, если есть готовое, ты должен выкупить это дело, да? И вообще вот сейчас у нас как поставлено в республике вообще вот патентное дело, скажем, и от кого это зависит? И вы как по этому вопросу поднимаете, болеете, и, пожалуйста, поделитесь, расскажите. Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос. Вопрос очень важный и нужный, и ожидаемый. Потому что этот вопрос на сегодняшний момент тот самый большой вопрос, который нас сегодня волнует. Спасибо вам за добрые слова в мой адрес, да, но возродили это слишком так сказано громко. Мы просто нашу якутскую национальную посуду предоставляем вам в другом виде, да, в виде фарфора. А наша традиционная посуда, она вот делалась из дерева, бересты, и она ею является нашей традиционной посудой. Но так как она менее гигиенична, да, в современном мире, и то, что мы производим его в фарфоре и в стекле, это очень так, ну, на сегодняшний день очень так, ну, подходит нашему образу жизни и современно. Главное, что тут оставить наше традиционное, ну, традиционное орнаментальное искусство в том виде, в котором оставили его наши предки. А то, что творится сейчас на столичном рынке, это вообще вот мои рамки моего самосознания вообще не входит, и поэтому я вот 3-й год с этим борюсь, но бороться с этим в одиночку я вот недавно для себя уже уяснила, что это невозможно, потому что для этого нужно нам объединиться всем мастерам, которые производят и унты, и хомус, и якутские ножи, потому что они дойдут и до этого. Вот. Да, ювелирку тоже они производят. Вот в течение 3 лет это все происходит. Вот. И многие мне говорят, даже когда я бываю на столичном рынке и веду диалог с китайцами, ко мне подходят те же покупатели, оптовики, и говорят мне: почему ты им так говоришь? Я у них покупаю задешево, а у вас в магазинах все дорого. Вот так мне говорят. Я отчасти с ними согласна, но давайте посмотрим, давайте раскладку тогда сделаем. Да? Почему у нас дорогая посуда? Во-первых, мы разрабатываем. На разработку дизайнеру платим большие деньги, это очевидно. Да? Во-вторых, мы учим нашу традиционную культуру, обучаем мастеров, чтобы они делали все хорошо, как нужно. Да, мне говорят, да, вы сами производите в Китае, вы производите там. Если у нас вот в городе Якутске там построить, да, или в республике построить фарфоровый завод, это вообще вот по нашим сегодняшним подсчетам это вообще невозможно никак, потому что это ресурсы. В Китае, во-первых, начнем с того, что это родина фарфора. Самый лучший фарфор отливается все равно в Китайской Народной Республике. В Праге есть, в Чехии, в Германии, но выкупать там, конечно, экономически вообще нецелесообразно. Вот. В Китае огромные, прямо очень большие заводы, большие деревни, очень много занимаются, потому что это у них традиционное ремесло. Они не платят за отопление, у них не отапливаются помещения, они производят под открытым небом. У них целые города вот этих заводов. У нас, это у них еще традиционное вот ремесло, я сказала, да? А обучить наших, значит, мастеров этому, именно вот добывать глину, обрабатывать ее. У нас есть выпускники
работают нынче первый год, выпускники Якутского художественного училища, которые закончили керамику. Вот они производят на сегодняшний день по 2-3 чорона, которые прямо разлетаются. Ну, посудите, да, вручную это все сделать, усадку дает, очень много там нюансов, поэтому создать здесь завод и потребности вот нашего населения, всех обеспечить, это вообще невозможно. А то, что вот творится на столичном рынке, в прошлом году на наш 10-летний юбилей мы созвали большой круглый стол в Вилтумени. Проводилась очень большая работа. Это нужно собрать всех людей, которые компетентны в этом вопросе, да? Значит, найти этого китайца, который производит. Их там несколько человек. Столичный рынок, администрация столичного рынка к нам навстречу не пошло, потому что, ну, сами понимаете, что это они им платят арендную плату, и они нам говорят то, что, ну, ассортиментный перечень их вообще нас не волнует, потому что они платят нам арендную плату, да. Вот. И буквально вот на днях тоже мы проводили в мэрии, вот в этом вопросе меня поддержал, большое спасибо Айсену Сергеевичу Николаеву, да? Он поддержал и созвал межведомственную комиссию. Первый вопрос мы обсуждали, ну, они обсуждали вот алкоголь, который продается тоже несанкционированно. И второй вопрос касался вот это именно якутского ремесла, да, наших традиционных вещей вот этих. Вопрос очень остро стоит на сегодняшний день, не только в экономическом плане, да, то, что мы там и затраты большие имеем, и доходов меньше становится из-за этого. Но вопрос сегодня стоит в другом. Почему они, китайцы, должны делать наши традиционные вещи? Ведь мы же не едем в Китай, чтобы сделать их фэншуйские, вот эти вот тоже духовные вещи, которым они поклоняются. Мы этого делать, даже если у нас есть желание это сделать, мы должны это все обучить, изучить, прямо вот эту культуру всю, и знать, что мы выпускаем. Поэтому решение этого вопроса я вижу только в одном: объединиться всем. Вот, кстати, мы тоже поговорим, да, с Александром по этому поводу. И есть у нас группа девушек РЛКН+, они называются, у них организация юридическая, и они вот сейчас на данный момент занимаются объединением вот наших организаций, тех, которые именно заняты в якутском производстве. Только так мы можем отстаивать какие-то свои права. Я вот поставила перед мэрией вопрос, почему мэр не может своим постановлением, да, решить в своем городе не продавать, вообще запретить. Во многих же странах так делается, да, но они руководствуются все равно законом, это все законы, которые, ну, запрещают. Они тоже предприниматели. Вопрос патента у вас еще был. У нас, когда мы изготавливаем какой-либо рисунок или там эскиз, да, нашей посуды, у нас есть все договора с художниками, с дизайнерами. У нас есть на рисунок, например, вот на столичном рынке, вот наш чорон стоит, да, и на столичном рынке, который продается, один в один наш, например, да, и рисунок там наш, но тот, который сфотографирован именно с посуды. Там очень плохое качество, соответственно. И они, чтобы избежать вот именно патентного вопроса, они что-то там, какую-то закорючку меняют, потому что у нас каждый завиток, каждый рисунок и каждый узор, он патентован. У нас есть каталог, который выглядит, ну, в таком свете, и если у нас есть каталог, если это опубликовано где-то в каком-то издании, публикация есть, оно уже защищено патентным, ну, патентом, авторским правом. Да. У нас шли большие консультации вот с неизвестных Анной Николаевной, которая работает у нас в Якутском научном центре. Поэтому работа в этом направлении ведется, но мы надеемся, что оно как-то вот
будет на нашей стороне все-таки. Спасибо. Спасибо большое за большой и развернутый ответ. У нас поступил вопрос по WhatsApp. К сожалению, не представились. Пишут, какими качествами должен обладать успешный бизнесмен? Вот Александр Кириллович уже сказал, что предприниматель в первую очередь должен обладать хорошими организаторскими способностями. Как вы считаете, Александр Кириллович, еще какими личными качествами должен обладать хороший предприниматель? Ну, действительно, организаторские способности нужны, потому что у нас в России особенно, если ты не умеешь организовывать, то очень много препятствий. Ну, вы знаете, наверное, да? И поэтому бегать, договариваться, ну, создавать, самому даже тот же ремонт делать, это нужны, конечно, такие способности. Ну, а во-вторых, я считаю, что надо хотя бы азы экономики изучить. Вот. И чтобы хотя бы знать, ну, прочитать, ну, мини-бизнес-план сделать, чтобы, ну, это будет прибыльно или не прибыльно, вот это, конечно, нужно. То есть экономические знания, я думаю, нужны. И в-третьих, я считаю, вот уметь общаться с людьми. Ну, не обязательно, ну, во-первых, со своими работниками, во-вторых, с государственными и муниципальными чиновниками, в-третьих, с коллегами, вот, и вообще со всеми, ну, с клиентами, естественно. Поэтому вот свой характер, свои какие-то привычки и так далее во время, ну, когда вы хотите что-то делать, от некоторых надо, от некоторых своих привычек избавиться или, во всяком случае, придержать, потому что очень важно, как человек, ну, подходит. Ну, мы же больше всего приходим просить же, вначале особенно, да? И как ты скажешь, что каждое слово, вот, а чиновники, они знают, как, ну, сразу видят, что за человек пришел, и как с ним дальше разговаривать. Поэтому вот в этом плане надо быть очень аккуратным. Вот. Ну, давайте я оставлю это. И я вообще вот как-то писал в этой в журнале, меня интервью брали. Вообще те, кто прошли 90-е лихие годы, им надо давать ордена мужества, и если нет, то хотя бы медаль за отвагу. Потому что действительно очень сложный период мы прошли. Вот. И сейчас нам вот то, что говорят, уменьшает, ну, проверки и так далее, для нас это вот, ну, ерунда. А те времена были действительно очень сложные. Вот. Поэтому пусть другие тоже скажут. А то я все скажу. Я вот знаю, например, всегда работаю с ректаймом, ну, где бы я ни работала, всегда приходится заниматься рекламой. Давно работаю с ректаймом, и вот у меня, Афанасий Владимирович, такой вопрос. У вас есть вот менеджеры, к примеру, я вот, где, допустим, я работаю в Алмаз-Регионбанке, я работаю в ВПЛ. Одна и та же девушка, менеджер, много-много лет. И мне же тоже около 40, как бы, да. И вот в чем секрет, Афанасий? Потому что от предпринимателей, как правило, бывает текучка, скажем так, да, сотрудников наемных или там по аутсорсингу, по договору. В чем секрет такого руководителя, у которого, ну, получается, предприниматель — это такой же человек, который нанимает на работу таких же людей. Ну, человек человеку предоставляет работу. И в чем секрет кадрового менеджмента, Афанасий Владимирович? Ну, скажем так, у нас тоже есть вообще-то текучка и так далее. Просто, конечно, есть основной костяк. Ребята, которые работают по 15 и более лет в нашей компании. В чем секрет? Ну, основная задача предпринимателя — создавать рабочие места, обеспечивать работой, ну и доходами, конечно, своих работников и так далее. Мы вкладываем в своих работников, скажем так, немало, работаем в белую, все социальные выплаты и так далее, все это есть, отпуска и так далее.
как бы есть заработная плата, есть премиальные от выручки и так далее. Ну, стараемся мотивировать своих работников. Ну и, конечно, надеюсь на то, чтобы они как можно дольше у нас работали, потому что опытный работник это очень важно. Это вот, как бы, инвестиции в работника это одна из самых важных инвестиций. Оборудование можно купить, запустить, если сломается, отремонтировать и так далее. Сотрудника обучить это очень сложно, и тем более еще хуже, когда они уходят. Поэтому ну, вот, максимально стараемся сохранить, как бы мотивировать так, чтобы они не уходили и были заинтересованы как можно дольше и плодотворнее работать на компанию. Спасибо большое. Да, может быть, у нас в студию еще созрели вопросы у предпринимателей. Пожалуйста, представляйтесь, хорошо? Здравствуйте, меня зовут Афанасий, я руководитель бухгалтерского бюро, я вот до этого работал главным бухгалтером, теперь у меня своя фирма с лета. И вот, ну, я хотел спросить, в чем секрет успешных продаж? Ну, как, может, есть какие-то основные правила, чтобы успешно, допустим, шла продажа, чтобы, ну, у вас какие-то, может быть, есть свои какие-то секреты, может? В продолжение ответа вот предыдущего, и я отвечу тоже на ваш, да, вот экономически подкованным быть, какие-то азы экономики, бухгалтерии знать, это очень важно, да. Но важнее всего, я думаю, что полагаться нужно на свою интуицию, на свой опыт и интуицию, да. Хотя опыта и мало, но у человека всегда возникает какой-то вот перед решением каких-то важных вопросов полагаться чисто на себя, на свое решение. Да? Если даже тебе посоветовали так сделать, вы должны слушать только себя. И в течение, вот, наверное, 10 лет мы же работали только полагаясь на свое чутье, да, по наитию, возможно. Да? И когда вот ходишь и учишься, тренинги какие-то посещаешь, все равно оказывается так, что ты делал правильно. И человек всегда в этом себя вот ловит, и просто оказывается в твоем решении, ну, до этого кто-то это до тебя решил, оказывается, и уже у этого решения есть какое-то название. Вот, поэтому чутье никогда не подводит вот человеческое, если вы занимаетесь, конечно, своим любимым делом, да? А секрет успешных продаж, вы спрашиваете, да, но сейчас вот, когда вот если в лихие 90-е там было сложно, но то сейчас вот прогуглить, если, да, открыть тупо интернет и посмотреть секрет успешных продаж, перед вами откроется прямо целый мир. Сотни советов, сотни каких-то фишек, как продать, как лучше продать. Вот Министерство предпринимательства, Фонд поддержки предпринимательства сейчас, вот очень много групп в WhatsApp или там в Фейсбуке, где предлагается за совсем маленькие деньги очень много хороших дельных советов. Я, когда создавала свой бизнес, я именно, ну, как сказать, затратилась или вложилась на бренд, именно на создание бренда. Когда создаешь бренд и когда делаешь упор на создание его, да, то появляется узнаваемость. Если ты создаешь бизнес, то ты должен упор делать на качество. Ну, в течение первых лет мы не снимали сливки, а мы как-то вот больше затрат больше имели на создание именно бренда, на узнаваемость. И если вы должны рассчитать еще, сколько у нас населения проживает именно в городе, например, если в городе там 900 с чем-то тысяч человек, да, а, например, по республике, по-моему, 3 миллиона. Да, 1 300 000, да, вот цифра у меня это есть, то нужно рассчитать, насколько я больше продам и есть ли у меня возможность входить на какой-то международный рынок, на экспорт. Вот. И всегда нужно не просто продавать, да,
покупать, перепродать, увеличив цену, а делать это с интересом, с игрой. Всегда нужно играть. Каждую неделю, ну, у нас, как мы продаем, да, у нас расписано сейчас на 1 год по неделям, какие фишки мы будем продвигать и какие акции будем проводить. У таких более маститых, вот как мои коллеги, акул бизнеса, они, возможно, сделаны до 30 лет вперед. План сделан, возможно. Так нужно делать, как нас учат, да? На 30 лет вперед, на 10 лет вперед должен быть расписан ваши цели и задачи, то, что вы должны делать по неделям. Успешные продажи я вижу в последнее время, вот Керге проводит, Галина Николаевна там, по-моему, управляет продажами. Очень было бы интересно послушать их, потому что они не просто продают, они продают с интересом и игрой. Александр, вы чуть поделитесь, очень интересно. Ну, у нас, конечно, товар специфический, потому что это не хлеб, не колбаса, который каждый день покупают люди, да? Поэтому для нас это очень сложно. Надо, и притом у нас очень большая конкуренция в Якутии. По данным инспекции пробирного надзора, года 2 назад было 83 точки только в городе Якутске. Ну, любой торговый центр, которых у нас полно, ну, на каждом этаже ювелирки есть, правильно, да? Вот, но благодаря тому, что, во-первых, мы единственная, не только в республике, но и в России, и в странах СНГ, ювелирная фирма, которая предоставляет все виды ювелирных услуг населению. Благодаря этому мы вот отличаемся от всех ювелирных фирм республики. В чем дело? Мы, во-первых, не имеем никаких филиалов, ничего, хотя были у нас и 90-е годы, и не так давно. Вот. Почему? Потому что мы бьем, так называемым, в одну точку. То есть, если колбаса можно или хлеб где угодно, там не спрашиваешь, там максимум спросят комбинатовская или там немигинская и хлеб, да? А тут у нас ювелирка, она очень специфическая, потому что, во-первых, даже по размеру, даже, если одинаково, даже по размеру. Если вы придете в филиалы и скажете, мне 18 размер, а там 16, что будете делать? И люди оборачиваются и говорят, давайте мы пойдем там в центральный Керге, например, да? Поэтому вот мы в своем здании, кстати, мы вот в октябре начали строительство второй очереди, расширяться будем. Нам уже тесно там, вот, в 4 этажах. Вот, поэтому вот мы все равно будем бить в одну точку. Это тоже, с одной стороны, вот именно для ювелирки, я считаю, это правильно, потому что нельзя, вот у нас еще есть эксклюзивные изделия, которые и мы делаем, или наши партнеры делают, и мы не можем их разделить по филиалам, например, да? Поэтому здесь у нас такая тактика. И второе, вот резко после вот с 2014 года, с января 2015 года, скажем, резко упали продажи не только у нас в республике, но в России и в странах СНГ. Особенно вот мы часто бываем в Казахстане, Киргизии, там тоже очень сильно упали. И вот мы сейчас, вот моя жена, когда перешла с госслужбы к нам, вот мы начали практиковать такие недели. То есть месяцы, когда вот, ну, знаете, везде, во всем бизнесе перед Новым годом максимум продаж, да? После Нового года спад. Ну, хорошо придумали в феврале новый праздник, это День влюбленных, да? Для нас это очень хороший праздник, и люди тоже, особенно мужики, ну, понемножку, но берут, потом 23 февраля и 8 марта, да? После 8 марта опять спад идет. Но у нас хорошо есть ИСЭХ. Вот, поэтому к ИСЭХу опять начинается. Ну, правда, в основном серебро, но все равно. И летом люди в отпусках, кто на море, кто где, кто на даче, и опять спад идет. Осенью не до ювелирки,
все капусту, там, мясо, то да все, да, и д.г. И, короче, вот до декабря, до середины декабря опять тишина. И вот в эти месяцы, когда вот у нас наиболее такие месяцы, где тишины, скажем, да, мы придумали такие недели. То есть мы продаем только жемчуг. Жемчужная неделя называется. Или изумрудная неделя, серебряная вот перед Исехом, золотая, вот когда золото, цветная неделя, сапфировая, вот сейчас будет 18 числа сапфировая неделя. То есть все, не только сапфиры, но и синие камни, кто купит изделия с этими камнями, они участвуют в лотерее. А в лотерее там обычно большой приз, или путевка, или хорошие изделия, вот, стоимостью не меньше там, 200 тысяч рублей и так далее. Да? И вы уже, во-вторых, это у нас еще плюс благотворительные вечера, не просто так. Мы выбираем, к нам очень много приходит родителей, которые просят помочь инвалидам и так далее, больным детям. И всем-то мы помочь не можем же. Поэтому вот 12, вернее 6 вечеров, которые мы, ну, тематических этих недель, мы выбираем этих детей и этим делом уже персонально, точечно им помогаем. Не так фонду кому-то отдаем, да, а просто вот этому человеку собираем деньги. То есть, если вы купили изделие, процент идет уже ему на помощь. Потом вот на вечер мы организуем там, ну, артисты наши, все бесплатно выступают. Они тоже благотворительно участвуют, все с желанием, даже просят в следующий раз нас пригласить обязательно. Художники свои картины, вот делаем эти аукционы. Потом, и, ну, короче, вот такие вечера мы проводим каждый раз. И вот это вот тоже помогает продажам. Вот, очень помогает. Потому что люди, даже вот если не знают этого ребенка, увидят, что вот этому ребенку помочь, и даже не думая о главном призе, они могут это дело купить. И вот благодаря этому мы, естественно, сейчас более-менее на плаву, допустим, по сравнению с другими ювелирными фирмами. И второе, конечно, выездная торговля. То есть мы участвуем, активно участвуем на международных, ну, всероссийских и других ювелирных выставках. И там участвуем, и это тоже дает плоды, потому что ну, минимум 1 миллион там, рублей заработать на этой выставке, это тоже хорошо, это подспорье. Вот. И мы вот активно сейчас пропагандируем якутское ювелирное искусство, не только в России, но и за рубежом. Ну, многие, наверное, читали, вот в Исландии недавно были, вот, и до этого в Греции, в Америке и так далее, в других странах. И благодаря этому нам по интернету, по WhatsApp приходят заказы. Притом хорошие заказы приходят. Некоторые снимают фотографии, ну, голливудских звезд с фотографиями этих ювелирных изделий и просят точно такое же изделие сделать. Поэтому это тоже не просто так, мы там не гуляем, а вот ездим. Вот это пропаганда якутского национального искусства, вот именно ювелирного. Кстати, ювелирное искусство у нас и у якутов тоже, вот замок якутский, да, знаете, да, все, вот такого замка в мире нет. В мире нет. Никто, оказывается, ни один народ не придумал. А наши Илинкебигер, Калинкебигер, Берах и так далее, это вот такого в мире никакого нету. Ну, что-то похожее есть, конечно, но такого именно, как наши увидят. Вот нас даже пригласили в прошлом году на неделю высокой моды. Никогда ювелирное предприятие, ни одно ювелирное предприятие не приглашали. А вот когда увидели наши вот украшения, они пригласили именно нашу ювелирную фирму Керги в Москву. И вот фотография Аллы Пугачевой, Михалковой, Дашкиным и так далее, Зайцевым, это тоже своего рода реклама. То есть вы уже знаете, что, оказывается, Керга была там засветилась. Вот, поэтому вот якутское ювелирное искусство вот, очень уникальное.
Кстати, вот мы даже вот так говорим, вот известный замок английский, да, классический, 90% кто, ну, допустим, потерял сережки, 90% теряет с английским замком. А вот с якутским, наоборот, 80% не теряет, 20% только процентов теряет. Потому что именно благодаря своему крючку, вот такому, она остается. Если не тут останется, то где-то в волосах или где-нибудь в вашей шубе или где-то застрянет. Это я свидетель, как моя жена чуть не потеряла. Поэтому вот этот замок, он сначала как будто вот особенно для других народов, она не очень-то удобная сначала, а потом, когда они уже приходят, сейчас вот в Казахстане уже мы, когда вот в этом году в Алмате были, они говорят, а у вас с якутским есть, а мы туда привозим все время английский. Ну, иногда привозим, а они говорят, давайте якутским. Я потеряла, говорит, такой с английским значком, то есть замком. То есть это уже наши предки еще тогда, они уже поняли, что можно потерять. Да? А тут вот именно, поэтому мудрость якутского народа еще тех далеких тысячелетиями они, оказывается, были. Вот. У нас просто здесь же есть, у нас есть предприниматели, которые сидят за мониторами в районах, давайте их тоже уважим. Поступили 2 вопроса из далекого северного Набарского района. Спрашивают, как в наше время высокой конкуренции начать свой бизнес? Ну, это такой более риторический вопрос. И второй, какие самые большие барьеры в предпринимательской деятельности? Ну, я попрошу Артура Григорьевича, так как у него очень сложный сельскохозяйственный бизнес, про барьеры, наверное, да, ответите? Ну, мы все из 90-х, да, как сказали, поэтому нынешние барьеры, они не такие страшные, как были раньше. Вот. Да, надо готовиться, надо изучать свое дело, да, с чем тебе придется столкнуться, какие будут проблемы, это все, ну, доступно есть, да. Просто я могу вам сказать, все, что связано именно с старшей отраслью, да, старшим видом деятельности, я не могу говорить за другие, да, потому что нет опыта такого. Ну, мы знали, с чем нам придется, да, столкнуться, например, это Природнадзор, там, Россельхознадзор и так далее. Я очень много читал литературы, да, как все правильно сделать, организовать качественную продукцию, да, и с чем мне придется столкнуться. Ну, то есть я был уже вооружен. Я говорил, мы из 90-х, да, поэтому прежде чем приступить к какому-то делу, мы сначала подробно изучаем все подводные камни. Ну, такой вот совет. Надо изучить сначала дело. Ну и я тоже скажу немножко про барьеры. Ну, наверное, самые главные барьеры все-таки это внутри нас сидят. Это, наверное, страх, начать свое дело, вкладываться в свое дело и так далее. Как бы, ну, еще раз говорю, это какие-то плохие привычки и так далее. Вот поэтому самые главные барьеры здесь, они в нас, вот их нужно преодолевать. То, что там контролирующие органы и так далее, ну, от этого никуда не денешься, это уже законодательство и так далее, соблюдай и вовремя плати, все будет нормально. Насчет того, что в 90-х сложнее было, ну, я могу сказать, что, наверное, сейчас наоборот сложнее, потому что, ну, в 90-х, ладно, там сложнее было, потому что денег, наверное, не было, а сейчас конкуренция намного плотнее. Начать свое дело с нуля, ну, по крайней мере, большое дело, сейчас намного сложнее. Поэтому как бы не стесняйтесь начать с чего-то малого, даже, допустим, там совсем малого, все равно, как бы, как говорится, курочка по зернышку клюет. Потихо-потихо можно подняться, можно увеличить производство и так далее. Ну, самое главное не бояться, вклиниваться. То есть самый главный барьер — это психологический, личностный барьер, да, получается, что ну, да, комплексы да. Какие-то наши, да? Да, какие-то комплексы, там, лень и так далее. Лень. И вот из Якутска тоже поступил вопрос как раз, ну, по саморазвитию.
Лена, ну тоже без фамилии, спрашивает по поводу продаж и саморазвития. Какие книги произвели на вас самое большое впечатление и помогли поднимать продажи? Ну, то есть увеличивать продажи бизнеса. Книги какие-то, любимые авторы, может быть. Можно прочитать Гранта Кардона, который сейчас действует, ну, работает в Америке, но там чуть-чуть другой менталитет, но он, я считаю, что больше подходит нашему менталитету, потому что наш регион, он в последнее время очень быстро развивается, вот именно по развитию новых технологий, инноваций. У нас больше и лучше идет, чем в средней полосе России или в других регионах. Ну, я так сама считаю. И энциклопедия построения бизнеса есть книга Вадима Мальчикова. Там все прямо просто вот по пунктам все расписано, как начинать бизнес. Когда я сама начинала, я вот предыдущий вопрос не ответила, я вообще не читала никаких книг. Все делалось по какому-то, ну, как говорила, по интуиции, по наитию, да. Когда я начинала, мне отец дал 60 тысяч рублей на развитие, ну, на то, чтобы я начала. В то время он работал, он сам создал по линии ФАПК Туймаду лизинг, которая сейчас тоже работает, функционирует, и он с своих отпускных выделил мне 60 тысяч рублей. На 30 тысяч рублей я купила, помню, муфельную печь маленькую, ну, заказала, которую мне привезли, а он оказался ювелирной печью, совсем маленькая печь оказалась. А на 30 тысяч я заказала 30 штук чуронов во Владивостокском фарфоровом заводе. Сначала мы вышли на Артемовский фарфоровый завод, он нам не ответил. Потом мы сами съездили во Владивостокский фарфоровый завод, там они изготовили целых 3 месяца нам наши чуроны по моей форме, который делал, ну, из дерева наш местный мастер. А вот эти 30 чуронов они положили, ну, упаковали в бумажную упаковку, положили все в мешочек, и оно, конечно же, авиаперелетом пришло, и все пришло в разбитом виде. Вот первый опыт у меня был вот такой вот. Поэтому, ну, там было очень много недоделок, недодумок, да, просто тупо съездить, заказать, про упаковку не думать, это вообще ужас. Поэтому мы в последние, ну, после этого я стала уделять упаковке очень большое внимание, потому что упаковка — это все, когда это все дарится, все преподносится красиво, это, конечно, половина дела. Вот. Еще что-то хотела сказать. Потом я обратилась к нашему Министерству предпринимательства, Фонд поддержки предпринимательства. Тогда я взяла кредит на 100 тысяч рублей. Это микрокредит, по-моему, был, да? Микрозайм, да. Микрозайм. И я его оплатила за 2 месяца, потом взяла еще 600 тысяч рублей. И тоже, помню, приходила, тогда машины не было. Все делала сама и расписывала сама. Тогда я начинала... Ну, вообще, вот по вопросу, да, из севера, отвечу так, что нужно и вообще лучше начинать с самого малого. Когда начинаешь с маленького, у тебя уже появляется какой-то стимул, ты уже все знаешь на своем опыте. Я сама начинала одна, позвала подругу сначала, которая рисовала. Расписывали мы в гараже, ну, в пристрое гаража, который выделил мне мой муж. Поставили там 2 стола, закупили краски в том же самом Владивостокском заводе, который, кстати, закрылся, не выдержав конкуренции с Китаем. Поэтому вот наши российские заводы, они все позакрывались. Вот. И потом построили вот над этим гаражом тоже у меня дома по Сергелявскому шоссе. Ну, первые покупатели мои все помнят мою первую мастерскую, куда приходили и там же делали заказ. И вот Афанасий правильно говорит, самый главный барьер — это то, что у тебя сидит внутри, это страх. Мы вышли на рынок не в первый год, а на 5-й год нашего
ну, нашей деятельности, существования. Мы открыли первый киоск на крестьянском рынке. Тогда тоже, ну, благодаря моему другу, который там тоже работал, он меня позвал, говорит, почему ты вот из дома продаешь? Нужно уже выходить на рынок. И когда мы открыли первый киоск, первый магазин на первом этаже, прямо народ повалил, прямо всем это все так понравилось, что у меня появилась какая-то уверенность, и я пошла дальше. И когда начинаешь свой бизнес, я поняла то, что не нужно как-то вот в рекламе экономить. Реклама — это двигатель торговли, это уже ясно, и нужно подавать рекламу, ну, свое изделие как-то очень красиво, нужно прямо вложить душу, не так просто вот продаются здесь то-то, то-то, а привлечь каких-то нужных людей, нужные лица, красивые лица, те лица, которых все любят. В нашем случае это были, ну, моя самая любимая певица, это к тому времени была Да, Юлиана. Юлиана. Юлиана, да, начинала лицом, и народ ее тоже любит до сих пор, да, но в то время она являлась как-то вот именно олицетворением якутской женской красоты и женской, ну, такой традиции якутской женщины. Поэтому, ну, она дала нам толчок как-то вот развиваться, и каждый год мы заключали договора с другими любимыми именно творцами, артистами, и это тоже работает, тоже на это можно уделить какое-то внимание. Спасибо. Девушка у нас, вот, прошу прощения за ожидание, задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Ага. Алена Лукина, тоже предприниматель, у нас образовательные услуги, да, бизнес. Я хотела бы спросить о том, ну, для развития бизнеса, да, для дальнейшего развития бизнеса, не секрет, что нужны инвестиции, да? Вы можете поделиться источниками дополнительных инвестиций, чтобы развивать бизнес дальше? Какие вы, ну, источники можете назвать дополнительно? Чтобы в дальнейшем, ну, еще больше, да, развить свой бизнес. Инвестирование именно финансово вы имеете в виду, да? Дополнительные источники привлечения финансов. Чтобы развиваться, наверное, вот инвестироваться нужно не в то, например, вот у меня, например, якутская национальная посуда, да, у меня очень много идей на данный момент, и инвестироваться нужно в другое направление, но то направление, которое связано, вот, например, у меня посуда, она как бы якутский домашний очаг, да, касательно женщины, семьи, достатка. И, возможно, инвестирование теперь уже оформление дома, например, у меня такие мысли, да, сейчас. Ну, пусть пройдет опять-таки кризис, и мы, возможно, внедрим это все именно в текстиле, возможно, или же в обустройстве дома, те же, например, строительные материалы. Я вообще хочу, чтобы якутский дом, начиная с посуды, был вовсю якутским, да, и очень радует, что многие сейчас, покупая загородные участки, начинают строить не дом, а балаганы якутские. И в связи с этим на Новый год, не на Новый год, а на АСЭХ мы придумали розыгрыш такой, что купи и, например, выиграй строительные материалы на строительство балаган. Вообще вот развитие вот в этом направлении, и очень хочу, чтобы начинающие предприниматели тоже как-то обращали внимание на то, чтобы именно вот этой стезе уделить внимание, потому что это сейчас очень большим спросом пользуется, и очень много предложений на этот счет. Алена, я, наверное, ну, как представитель Министерства, Центра по делам предпринимательства, хочу обратить внимание на наш портал.
На главной странице у нас есть раздел «Поддержка», «Формы поддержки» называется. Кликните на него, и там есть финансовая поддержка. Не только наша, да, фонд, центр, там есть другие организации, в том числе и банки. Как вы, наверное, слышали, недавно Центробанк понизил свою ключевую ставку на 2 пункта, в соответствии с которой до нас, до потребителей, в том числе для малого бизнеса, кредиты подешевеют пункта на 4. В зависимости от продуктовой линейки каждого банка. Плюс еще хочу сказать, что кредитные кооперативы, ну, тут обращаю внимание, что нужно обращаться к кредитным кооперативам, имеющим безупречную репутацию и большую историю работы именно на территории республики. Ну, например, Алмаз Кредит Сервис, да, они работают очень давно, у них репутация довольно-таки устойчивая, хорошая. Они на стартапы дают деньги, кредитные средства, рассматривая намного быстрее, нежели чем банки, потому что у банков процедура и у нашего фонда, она действительно сложна, но тут надо понимать, да, чем быстрее приходит решение о выдаче, тем проценты будут выше. Но вместе с тем сейчас надо понимать, ну вот есть другие, краудфандинг, да, вот такие вещи совсем современные, когда люди привлекают средства буквально в интернете там, на свою идею. Лучше, конечно, вообще без кредита обходиться. Ну да, это вот хотелось бы самый еще лучший вариант. спросить, насколько часто вы обращаетесь в кредитные учреждения для дополнительных вот таких финансирований? К сожалению, да. К сожалению, на сегодняшний день мы повязаны на кредите, это есть, с этим не поспоришь, но если выгодно брать кредиты, то ну, весь мир, весь бизнес, он всегда на кредите. И если построить графики должным образом, то ничего в этом страшного нет. И вот Министерство предпринимательства в этом очень сильно помогает начинающим предпринимателям, у них очень большие предложения. И еще я могу посоветовать не кредиты, а какие-то, еще есть какие-то пути частного характера. Ну, это я могу вам посоветовать отдельно. Хорошо. Здорово будет, Алена. Вы не забудьте подойти к Ольге. Еще один вопрос. Как вы получаете обратную связь от своих клиентов? Давайте вот у нас Артур ответит на этот вопрос. У вас клиентов очень много. Ну да, вот секрет продаж еще хотел заметить такое, то что у нас народ на самом деле очень патриотичный, да, вот ему предложить 2 продукта, скажем, завозной и наш, он всегда выбирает наш местный. Ну, я сам такой, я тоже всегда стараюсь выбирать все наши местные, да, вот. У меня есть золотая карточка Кирге, да, посуда есть ваша, да, и вашими услугами тоже пользовался. Ну, да, вот, поэтому надо всегда рекламировать, что произведено именно нашими, да, произведено на нашей земле, вот, нашими руками. Это один из секретов продаж. А общение мы получаем, очень многие не верили в то, что здесь можно вырастить арбузы на открытом грунте и кукурузу, да. Тогда нам пришла такая идея, вот у нас поля находятся вдоль Жатая, вот едешь до Усть-Хатына, вот по правой стороне. Пришла такая идея продавать полей. Пусть люди приезжают, смотрят, да, вот убедят своими глазами, что вот на нашей земле вырос такой прекрасный там овощ или ягода, арбуз там, и так далее. Вот у нас, собственно, происходит такое общение. Еще у нас есть традиционно 7 августа, да, тоже моя идея была, организовать День поля, когда приглашаются все горожане, вот к этому времени поспевает основная масса овощей там, и так далее, да, и мы открываем как бы официально рынок. Вот в это время очень много, ну, даем рекламу, конечно, реклама — это двигатель торговли, это нельзя игнорировать никак. Даем рекламу, приезжает очень много людей, да, и вот они приезжают, я нахожусь целый день там, отец мой находится, подходят, спрашивают, я вешаю ярлык, меня зовут вот так-то, ну, все знают, то есть не ярлык, а бейджик, извиняюсь. Подходят, спрашивают, как выращивать, как делать, чем пользуетесь, там, какие технологии применяете, сорта, пожалуйста, все объясняем, показываем. Разрешаем людям, люди с детьми приезжают, вот, ходят по полям, и родители показывают, вот это вот арбуз, вот он так растет, он не на дереве растет, там, это вот кукуруза, да. Подходят, покупают, уже пробуют, да, дойдем дегустировать. То есть идет полный живой, полный контакт, общение с покупателями. Да.
Спасибо большое. Ну, насколько я знаю, у Артура очень активная страница в социальных сетях. Ну, теперь уже SMM-продвижение, это для нас это реалии нашего сегодняшнего дня. Вот предприниматель молодой спрашивал, как ему продвигать. Тем более, если у вас такой специфический продукт, как бухгалтерские, да, услуги вы сказали. Да, для того, чтобы начать рекламировать, когда ты что-то продаешь, в Ольгином случае это красивая посуда. Красивая посуда, красивая женщина. В вашем случае у вас услуга специфическая. Вы должны определять свою целевую аудиторию, ну, как мне кажется, да, целевой аудитории обязательно должны быть информационные поводы. Информационный повод — это вот то, что Галина Павлова, допустим, Керга делает. Она собирает вокруг себя устраивает какое-то красивое мероприятие, обязательно оно должно быть, потому что это ювелирка, поэтому стиль, подход у них изысканный. У Ольги красивая посуда, соответственно, она оформляет все очень красиво. Вы замечали, да, что вот как Далана там стоит, то есть оформление все идет в едином стиле. У Артура, допустим, продукция, вот видите, сельхозпродукция, он говорит, что вот действительно приводит, дети бегают прямо по полям, да, то есть получается надо ближе быть к своему клиенту, знать своего клиента и делать рекламу именно подходящую для него. Стилистически, подача, форма и так далее. Ну, Афанасий Владимирович у нас сам рекламщик. И по поводу нашей основной темы у Афанасия Владимировича хочу спросить, вот действительно реклама — это двигатель торговли, вот все мы говорим, да? Насколько, например, для маленького, мы говорим, предпринимателей нужно начинать с маленького, да, с небольшого бизнеса, чтобы быть уверенным в себе, доверять своей интуиции, раскрыть все свои страхи. И какой вид рекламы, ну, допустим, наружка, конечно, не подойдет для начинающего человека. На ваш взгляд, какой вид рекламы самый действенный для начала своего дела? Какой вид рекламы? Ну, скажем так, самая эффективная реклама — это, конечно, это торбозное радио, это, да, сарафанное радио, это вот о качестве ваших услуг, скажем так, ну, из уст в уста идет о качестве вашей продукции и так далее. Это самая главная реклама. Поэтому нужно, скажем, когда начинаете бизнес, если он маленький и так далее, ну, естественно, там вывеска и так далее, это все по закону требуется, там режим работы и так далее. Кроме этого, вот еще очень важно качественное отношение к своему делу, чтобы как бы люди знали о вашей продукции от своих товарищей, от социальных сетей, где идет вот обсуждение насчет вашей продукции и так далее, допустим, качественной. Ну вот выпускать качественную продукцию. Насчет рекламы, вот в кризис, конечно, в первую очередь обычно на рекламе экономят на размещении рекламы. Ну, рекламная компания Ректайм, она занимается, слава богу, не только размещением рекламы, не только изготовлением наружной рекламы, но еще и сувенирной продукции, полиграфической продукции, оформлением интерьеров и так далее. Вот поэтому, скажем, вот сейчас вот в кризис, ну, мы сильно, скажем, спады не ощущаем, слава богу, так как другие направления у нас тоже нормально продают. Еще к хорошей рекламе вот для начинающего бизнеса могу отнести оформление как бы интерьера, точки продаж или офиса, или если оно со вкусом оформлено и так далее, это тоже очень важно. Допустим, вот у обслуживающего персонала там дресс-код и так далее, ну, соблюдается, если там униформа и так далее. Ну, это тоже очень важно, все это подчеркивает качественное отношение к делу, скажем так. Все. Можно еще совет? Конечно. Вот, еще такой совет начинающему предпринимателю. Конечно, у вас, начинающего предпринимателя, наверное, нету таких денег, чтобы дать обширную рекламу там, в средствах массовой информации и так далее. Я делал так. Я вот выбирал, например, магазины самые где хорошая проходка, продажи хорошие. Брал там пакет огурцов, там, зелени и так далее, шел к заведующему и говорил, давайте с вами работать.
И вот я в день объезжал 30-40 магазинов. Не все соглашались, но магазинов 10-15 соглашались. И ну, я всегда просил, чтобы писали на ценнике, что произведено в Жатае. Вот. И потихоньку наши, ну, как бы, мы захватили рынок. Ну, процент от рынка, скажем вот так вот. Да. Вот так можно сделать, так, ну, рекламу себе, да, и торговлю поднять. Да, узнаваемым. То есть не бояться ножками подходить к клиенту да, ближе и конечно, ближе. Да. Да, Некоторые то даже со мной не разговаривали, выгоняли. Говорит, ты ходи, у нас там есть свой поставщик. Да, вот, ну, ладно. Тоже, к примеру, люди, А например... через год потом звонят, давайте с вами работать. Я говорю, Можно с вами конечно, работать? Уже да, можно с с вами работать? удовольствием. Ага. Вот такие же всякие промо, наклейки, листовки, вот, да? То есть люди не ленятся ведь иногда возле двери оставляют и так далее. Тот клиент, который вами заинтересован, мне кажется, все равно его это зацепит. И когда делаете флайеры, не надо делать это просто «Здравствуйте, я ИП такой-то, у меня купончик» или там «скидка». Слово «скидка» 25%, допустим, сразу человека, ну, мне кажется, привлекает. Человек, который хочет вас найти, то есть где-то думает о ваших услугах, он, мне кажется, обратит на это внимание. У нас еще вопрос. Какие привычки надо в себе прививать, то есть не избавляться от страха, например, а тут привычки надо прививать, чтобы преуспевать? Город Якутск, Василий, начинающий предприниматель. Для меня очень сложно было привить привычку не опаздывать. Я человек очень такой творческий, ну, это иногда бывает и сейчас, потому как я являюсь еще и многодетной матерью, у меня 4 детей, 2 поколения детишек, старшие дети, и сейчас у меня сыну 5 лет, а дочери 2 года, и бывает так, что и ребенок как-то вот со скрежетом, да, отпускает: мама, не уходи на работу. Тоже бывает так, что и опаздываешь. Поэтому я узнала для себя, как привить себе привычку. Да? Если 40 дней это все будешь делать каждый день, не останавливаться, это, оказывается, вырабатывается в привычку. Мне говорили 21 день, но 21 день это не то, а 40 дней это самое то. Да. И по поводу рекламы я хотела еще сказать, да, для начинающих предпринимателей Инстаграм. Вот где все продается и покупается. Все домохозяйки, все те, которые сидят в соцсетях, там все продается и покупается. Благо сейчас пока, я думаю, что пока это все бесплатно. В Фейсбуке, например, если продвигать свою страницу, там нужно платить деньги. А в Инстаграме, если ты вылаживаешь, сейчас вся молодежь, все домохозяйки, все офисные работники в свободное время, все сидят в Инстаграме. И даже сайт, который мы разрабатывали в течение нескольких лет, он не пользуется таким успехом, как наша страница в Инстаграме. Поэтому не бойтесь выставляться в Инстаграме, как-то о себе заявлять там, пока это все бесплатно. А то, что вот реклама на телевидении, на радио, это все сейчас очень дорого, и с каждым днем там все дорожает. Поэтому соцсети для начинающих предпринимателей — это самое то. Спасибо большое. У нас есть вопросы еще? Я вот хотел добавить, да, по данному вопросу. Вот у нас вот в комсомоле было такое изречение: кровь из носу, но сделай. Да? То есть, если ты обещал, если даже не обещал, а надо сделать, да, то кровь из носу надо сделать. То есть это вот если вы когда-то вот в своем бизнесе обманете одного человека, то вам больше верить не будут. Ну, 2 раза. Ну, 3-й раз точно про вас уже забудут или очень плохо будут отзываться. Поэтому вот простые обещания, так, сделаю и так далее, вот такого не надо делать. Обязательно надо, хоть плохо, ну, в крайнем случае, с опозданием, но надо сделать. Обязательно выполнять свои обязательства, да? Обязательно. Потому что это в бизнесе иногда вот даже полдня вопросы решает. Какой полдня? Несколько минут. Вот закрывается банковский день, надо перечислить деньги, допустим, да? А человек, который обещал тебе дать эти деньги, которые, ну, должен был вернуть, не вернул. Все, и твоя сделка, все, полетела в пух и прах. Поэтому вот именно обязательства выполнять, это вот очень важно в бизнесе, я думаю.
Быть надежным партнером для всех, Вот да, для клиентов, для Никого не контрагентов. подводить, да, стараться во всяком случае. Так, добрый день, коллеги. Во-первых, поздравляю всех с победой Дональда Трампа. Может, это для нас будет хорошо. Так, у меня вот вопрос, я давно уже подготовил, но Александр уже ответил на этот счет. Вот остальным, да. Как вы относитесь к благотворительности? То есть это является ли обязательным элементом для бизнеса, да? То есть какой-то процент там может ежемесячно там может оплачивать или раз в год. То есть в эти моменты я бы хотел узнать. Спасибо. Благотворительность. Так, меня зовут Максим. Ага, Максим, спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос, потому что бизнес без благотворительности и социальной ответственности – это не бизнес. Если человек за что-то взялся, если он делает это хорошо, то я думаю, что он обязательно делиться должен с кем-то, обязательно, или в денежном варианте, или в каком-то душевном варианте. Кому-то позвонить, сказать хорошее, да, что-то, подбодрить. В моем случае, так как я была в свое время как-то вот к этому делу близка, и я еще являлась председателем родительского клуба при фонде «Праздник жизни», которая взяла под крыло онкобольных детей. Я там была председателем родительского клуба, и в течение 3 лет мне дали вот в руки телефон, и я постоянно была на связи со всеми родителями, постоянно с ними общалась, какую-то информацию всегда до них доводила. Мы проводили какие-то постоянно мероприятия для этих детей, потому что они вынужденно сидят дома, потому что боятся инфекций. Вот это очень большая такой вопрос. А благотворительность для меня в этом понятии он обязателен для моего бизнеса, потому что на сегодняшний день мы являемся партнерами фонда «Праздник жизни». Если раньше они нам помогали, да, нашей семье, то на сегодняшний день я сама помогаю именно фонду «Праздник жизни». Это российский же фонд, да, получается? Нет, это республиканский фонд. Алена Атласова, руководитель. А Да. цель этого фонда именно по детям или как Дети, там дети до 15 лет под крылом этого фонда. Фонд помогает именно детям, которые больны онкологией. Это лейкозы, лейкемия и рак крови в основном. Есть еще благотворительные фонды Харсхал, где тоже дети разные, с разными диагнозами, тоже им тоже нужно помогать, можно помогать. Очень много, вот как Александр Кириллович сегодня говорил, очень много приходит людей с письмами, с просьбами помочь. Да, с личными. Они приносят целую кипу бумаг, целую кипу диагнозов, лечения. И у всех единая просьба помочь или с проездом, или деньгами. В нашем случае мы для себя взяли, если всем помогать, то и бизнеса этого не хватит, да и денег никаких не хватит. Поэтому мы выбрали именно одну стезю, помогать именно одному фонду. Да, просто в последнее время очень много стало объявлений, да, призывов о помощи, то есть отправляют фото ребенка там по Инстаграму, по WhatsApp, то есть как-то уже себе не то становится от того, что не можешь помочь ребенку, да, то есть я понял, что нет такого фонда, что ли, у нас, или как, то есть почему вот детей бросают так одного с бедой, как вот так. Да. И без слез там или без каких-то чувств на эти сообщения, конечно, смотреть невозможно, и обязательно вот по позыву сердца, да, у меня нет разграничений, это ребенок с лейкозом или это другой диагноз, да, у меня, если есть на карте деньги, хоть какую-то часть, какую-то сумму нужно, я сама вот так вот думаю, да, и мы проводили, если вот Александр Кириллович и его команда проводят такие недели, и они помогают именно, выбирают одного ребенка, и они собирают именно для этого ребенка деньги, то в прошлом году мы сделали проект «Камелек дарит добро». Там вот мы привлекли, именно идея была в том, чтобы обратить на этот вопрос внимание общественности, других людей, чтобы и они стали помогать этим детям. Каждый приходил и расписывал чорон.
свой чорон. Ну, мы приглашали всех знаменитостей, которые у нас есть в нашем городе, и они расписывали, вы тоже, по-моему, расписывали, да? И вот это была очень такая светлый проект, светлая программа, где были задействованы все. И это все и в социальных сетях это было просвещено. И те, кто приходил, они клали в наши тоже ящики, которые были в наших магазинах, деньги, и тоже было какое-то подспорье и помощь какому-то ребенку. Ну, я призываю всех тех, которые начинают заниматься и которые уже успешно этим занимаются, всегда делиться сердцем, да, всегда делиться теплотой своего сердца. Спасибо. Спасибо, Максим, спасибо. Тут поступил вопрос, но я не знаю, все наши гости уже рассказали о том, что без поддержки семьи, допустим, у Александра Гиловича супруга работает, вот Ольга Григорьевна сказала, что муж поддерживает, папа помог, у семьи М тоже получается полностью семейный бизнес. Афанасий Владимирович тоже сказал, что женой. Тут вопрос такой: как вы считаете, обязательно ли поддержка семьи, мужа или жены, когда ты занимаешься бизнесом? Ну, я-то думаю, вопрос, наверное, очевиден. Ответ очевиден. Обязательно. Обязательно, да. Думаю, как в любом деле, поддержка самых близких людей, мне кажется, без нее ничего не получится. Еще один вопрос. Иванов, город Якутск. Задает вопрос Артуру Григорьевичу. Насколько сегодня ощущается влияние теневого бизнеса на легальный, спрашивает. Да. Ну, я не владею информацией по теневому бизнесу, да, потому что мы платим налоги, мы открытые предприятия, да. Ну, наверное, есть, наверное, проблема такая, когда, скажем, гости из южной страны какой-то, да, вот, допустим, не платя налоги там, платя маленькую зарплату своим работникам, может, демпинговать на какие-то, овощи и так далее. Да, это и есть, что делать? Приходится нам с ними конкурировать, опускать цены, бороться как-то, да. И получается, да, своим качеством, получается, все равно находить своего потребителя. Конечно, я думаю. да, нам доверяют. Если у нас возьмут некачественно, они знают, что взяли некачественный продукт, они придут ко мне, да. А если они взяли товар, местный, но нет хозяина, да, к кому они придут, да. Я всегда, например, возвращаю деньги, либо меняю, там, арбуз попался, не спел. Я говорю, хорошо, я вам привезу сам, лично домой приезжаю, даю, им приятно становится. Тоже реклама своего рода. Конечно. Теплое отношение к клиенту, конечно, получается, да. Еще есть вопросы? Да, конечно. К Артуру Григорьевичу. Вот мы все, конечно, едим то, что есть в наших прилавках, их стало много. И, в общем-то, земледелием в Якутии занимаются давно. Может быть, вы читали, раз вы это основу считаете, что вначале надо изучить. Котрус был такой, да? И считаете ли вы, ваши урожаи нас вообще удивляют, так как мы более или менее все имеем дачные участки там и так далее, и просто даже не верится, как можно получать такие урожаи на наших землях. Вы знаете, что такое наши земли, там буквально метр и мерзлота, и вообще по богатству наши почвы очень бедные. В принципе, так. И следующее. Мы предполагаем, что вы удобрения какие-то вносите, наверное, минеральные. И скажите, какие это удобрения, и скажите, пожалуйста, какие есть возможности применения стимуляторов роста. Это я представляю сир, потому как вот новые люди, которые получают эти дальневосточные га, и к нам вот обращаются. Чем мы будем заниматься на этой земле? Хотя бы первые шаги, вот что можно посоветовать, чтобы люди не отринули, совсем картошка не растет, огурцы не растут, помидоры не растут. Что нужно делать, какими удобрениями пользоваться, и вы как пользуетесь, и как получаете большой урожай? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот здесь спрашивали про книги, у кого какие любимые книги. У меня любимая книга – это «Витамины к столу».
написали наши академики, да, Эверстов, там, по-моему, академики и так далее. Я ее, наверное, раз 5 перечитал, наверное. Там делятся опытом, да, хозяйства вот с того берега, с Чурапчи и так далее. Вот как они получают, там, допустим, картошку летом и так далее, и какими пользуются удобрениями. Я узнал, какие болезни вот, специфичны нашему региону, например, да, какие вредители и так далее. Я сразу стал искать, например, методы борьбы. Ну, вообще всегда лучше делать профилактику, чем уже бороться, да. Ну, вот это как раз один из успехов. Если начинаются дожди, я вот смотрю по погоде, да, я делаю профилактику от грибковых заболеваний. Вот. Значит, удобрениями пользуемся, конечно, у нас здесь не чернозем, да, у нас не хватает калия, фосфора, азота, ну, там много чего не хватает. У нас здесь есть станция специальная, агрохимическая, да, вот, приносишь землю, они тебе говорят, вот, того вещества не хватает. Поэтому мы стараемся пользоваться удобрениями, где много в составе всяких полезных микроэлементов, веществ, там, химически богатыми, диамофоска, амофоска, там много, в общем, литературы много на это, да. Ну и чтобы доступность была, конечно, да, потому что есть удобрения, которые, они обойдутся вам очень дорого, да, и заказать их тяжело будет. Это из-за границы надо заказывать. Вот. Что вы еще хотели сказать? Стимуляторы роста, да. Очень много сейчас на рынке, да, появилось стимуляторов роста, да. Есть биологически активные, да, есть чисто химические, там, поэтому здесь я не могу вам, например, да, потому что по каждой культуре там свои стимуляторы, да. Мы стараемся пользоваться биологическими, да. Сейчас вот с Иркутска приезжал на День поля к нам, да, значит, там институт сельскохозяйственный, они выпускают кремниевые, да, вот из кремния делают, есть и гуматы есть, да, вот. В следующем году хотим попробовать стимулятор. У нас лето короткое, да, и поэтому, ну, как бы, и оно, все-таки у нас климат как рискованного земледелия, да, поэтому нам лучше всегда подстраховаться. Вот. А по поводу урожаев больших, то, что мы собираем, вот, например, я вот, лет 8 назад, наверное, привез капельный полив сюда, вот, в республику. Ну, я сначала нашел это на сайте где-то в Израиле, там вот добивают. В Израиле это вообще пустыня, там скалы, да. Ребята, ну, они экспортируют нам в Россию даже фрукты, ягоды, да. И стал смотреть их агротехнологию, да. Вот у них тут, например, у нас здесь засушливый климат, да, полив это основное, да. Поливать не будете, не будет картошки, да. Ну, сколько закопали, столько выкопаете. Поэтому я обратил внимание на полив. Вот. Нашел в Москве этот капельный полив, притащил на 1 гектар. Там, да. И если раньше я вот обычной дождевалкой, там, допустим, капусту собирал 20-30 тонн, да, с капельным поливом я стал собирать 80-100 тонн с 1 гектара. Ну, представляете, в разы какая, да. Да, в 5 раз, в 4 раза, ну там от технологии зависит. Возьмите оттуда там 5 тонн, да, или 10 тонн, ну, в зависимости от цены, выкиньте, ну, скажем, это себестоимость капельного полива, да, все равно вы остаетесь, ну, чуть, да, в плюсе, в каком плюсе еще остаетесь. Вот. Ну, также еще надо сорта. Вот, в агрономии, да, тоже не стоит на месте, наука двигается, да, постоянно появляются новые гибриды, там, да. Вам просто надо выбрать оптимальные гибриды. Вот. Оказывается, у нас здесь культуры, я вот лук все пытался вырастить, у меня не получается. Потом стал литературу читать, да, потому что я смотрю, вот вегетация у лука, допустим, репчатого 80 дней, да, вот самого раннего. Ну что, у нас нету 80 дней, что ли, теплых? Не получается, да. Ну, получается севок. И потом вот, наткнулся на литературе, да, то, что, оказывается, есть культуры, которые еще подразделяются на культура длинного дня. Культура длинного дня, это вот это наш день, да. Есть культура там короткого дня и так далее. Все подобрал, все получилось. Ну, нюансы везде есть. Да, конечно, мы вкусовые качества всегда пробуем, да. Но каждый год мы еще запускаем 3-4 вида сортов новых, да, допустим, ну, взяли вот новые огурцы, посадили сорт, проверяем, ну, соответствуют ли там вкусовые качества, как написано, например, в брошюрке, да, или там как описывают, да. Проверяем, конечно, проверяем. Да.
Совершенно верно, да. Поэтому вот в каждом деле должен быть профессионал. Вот, например, вот у нас на теплицах, да, агрохимстанции ставят специальные датчики, да, вот все лето, вот в начале лета как повоткнули, вот они, да, и проверяют каждый год. Потом, чтобы выйти на рынок, вам нужно иметь сертификат, да, качества. Мы все это сдаем. Вот. У нас за плечами 15 лет опыта, да. Мы знаем уже, да, что можно превышать, чего нельзя превышать и так далее. Какими можно пользоваться, какими опасно пользоваться, какими лучше вообще не пользоваться, да. Ну, то есть у нас столько проверок, да, ну, не знаю, у нас приезжают с полей, берут землю на анализы, овощи, фрукты берут, ну, прям вот с огорода берут, да, путем случайного выбора. Да. Приезжают на рынок. Природнадзор, да, экологический надзор. Да. Приезжают на рынок, берут с наших ну, с точек, да, не предупреждая, берут на анализы, вот, показывают. Роспотребнадзор, да. Россельхознадзор, Роспотребнадзор, да. Приезжают, берут все, пожалуйста, вот у нас сертификат, проверяйте. Спасибо большое. Я думаю, об этом можно, мы, как люди все-таки земледелом, можем говорить очень долго. У вас еще один вопрос, да, Альбина? Да, я хотела вот личный такой вопрос спросить, да, как руководителей, да, организаций, предприятий, ну, у кого, да, предприятия, на каком этапе, да, развития вашего бизнеса можно уже делегировать свои полномочия, да, чтобы понятно, что за всем уследить, ну, сложно, да, самому одному. Или же это и есть секрет успеха, да, бизнеса, что ты всегда в курсе всех событий и до последнего следишь за своим, ну, делом, производством там, и так далее. На каком этапе вот уже можно делегировать свои полномочия? Это очень сложный вопрос, кстати. Потому что почему вот во всем мире бизнес в основном семейный? Потому что самые близкие люди работают, ну, максимально доверяя друг другу. Хотя и там бывают всякие нюансы, да? Поэтому вот, ну, каждый бизнес, каждая отрасль и так далее, она специфичная, конечно, и там нельзя сказать, вот 10 человек появилось. И так далее. Вот в данном моем бизнесе, допустим, сейчас у нас общая сложность 72 человека работает. И у нас 4, ну, первое это фирменный ювелирный магазин на первом этаже. Тут свой директор, да, это моя жена. И второй это ювелирный салон, это второй этаж. Ну, кто был, знаете, это там обменный фонд, ремонт, прием заказов и так далее, гравировка. Скупка, вот, и на 4-м у нас ювелирная мастерская. То есть вот это 3 подразделения нашей фирмы, которые самостоятельны, можно сказать, независимо друг от друга, просто ювелирка, мастерская предоставляет свои изделия магазину и обменному фонду, например, и заказы делает. Поэтому тут самому руководить смысла нет, и вот каждое подразделение, у меня есть самостоятельные директора, вот. Ну и есть директор, который занимается по общим вопросам, у нас хозяйство большое, 4 этажа, там газ, свет там, и так далее, там канализация, это все требует электричества, особого внимания, поэтому там тоже отдельный человек занимается этим хозяйством. Поэтому, в принципе, я могу сказать, что я работаю таксистом, вожу своих внуков в садик, все в школу и так далее, встречаю, провожаю своих друзей. Вот, в принципе, но общий контроль, и особенно по вопросам финансов и глобальным вопросам, конечно, оставляет за собой. Вот. Это без этого никак нельзя. Поэтому я не скажу, что в другом бизнесе, как у вас, например, да, но в моем бизнесе вот примерно так. Поэтому делегирование есть и необходимо, но контроль обязательно, контролировать обязательно надо. На каком этапе делегировать свои полномочия? Это, наверное, в каждом бизнесе по-разному этот период, наверное, наступает и так далее. Каждый, даже руководитель, сам решает, когда уже начать делегировать и вообще полностью делегировать и так далее. Ну, скажем так, на моем опыте
я вот, скажем, начал делегировать свои полномочия тогда, когда на семью уже не стало хватать времени, то уже понял, как бы старшая дочка практически без меня выросла. Утром ухожу, спит, вечером прохожу, уже спит и так далее. А вот когда на малышню уже не стало времени хватать, то ну, подумал, уже пора, наверное, руководство, допустим, производственной базой уже отдать руководителю производственной базы, там у нас 50 человек работает, там руководство сувенирной продукцией для того, чтобы она ее продвигать и так далее, развивать эффективно, тоже сейчас ею моя супруга полностью руководит. Ну и так далее. Правда, я пока таксистом не работаю. Сам руковожу офисом, еще рано, наверное, внуков пока нет, офисом сам руковожу. Оно в основном вот, производством наружной рекламы, сувенирной продукции и так далее уже вот, другие руководители руководят, а сам вот, финансовые вопросы и так далее, конечно, на себе замыкаю. Ну и вот сейчас у нас новое направление тоже вот, по выпуску пакетов маечка, тоже вот ее практически с нуля уже другой руководитель, скажем так, начал развивать. Мы туда только вложились, ну и контролируем сейчас. Таким образом. Здорово, спасибо большое. Ну, дорогие коллеги, мы, наверное, с вашего позволения будем завершать наше мероприятие. Спасибо хочу сказать всем молодым предпринимателям, которые пришли, послушали наших гостей. Огромное спасибо от Министерства по делам предпринимательства выражаю нашим гостям. Спасибо, что выделили в своем плотном графике время и пришли. Спасибо большое.